300 ставок. Такова кадровая потребность в муниципальных образовательных учреждениях. Что говорить об отдаленных поселениях, если учителей не хватает даже в наших городах. Наибольший дефицит педагогов в Усинске, Воркуте и Сыктывкаре. Проблема с кадрами, безусловно, есть. Она касается как наших школ, которые находятся в отдаленных лесных поселках, таких как Приуральск, Комсомольск. Но есть и проблема в самом райцентре. Так, по общеобразовательной школе, по школе номер 1 есть проблема с педагогами начальных классов, с психологами, с организаторами, социальными педагогами. Что касается школы в Приуральск, на сегодняшний день есть вакансии по педагогу английского языка, по учителю математики и физики и информатики. Конечно, уроки все равно проводят. Учителя всех направлений берут дополнительную нагрузку и преподают непрофильные предметы, будь то английский язык, русский или математика, пока не найдется специалист. Педагогов приглашают отовсюду. В Коми работают не только из соседней Кировской, но и Челябинской области, Чувашии, Башкортостана. География обширная. Но надолго приезжие задерживаются редко, говорят, в труднодоступных поселениях. Финансирование, образование нормативно-подушевое зависит от количества учащихся. Вот и получается, что в малокомплектных школах работать не так уж и выгодно. Кроме того, условия жизни далеки от комфортных. Если бы мне предложили работу где-то в районе, в городе, я бы лучше бы осталась в городе. Почему? Потому что я пошла еще учиться дальше, может быть, как-то развиваться еще. Большая проблема республики – это дороги. То есть не хотят ехать, может быть, из-за дорог. А так, в принципе, если все условия жизни есть, почему бы и не поехать, не поработать, набраться опыта для того, чтобы усовершенствовать свои компетенции и уже подниматься, идти дальше. Студентку 4-го курса Елену Попову, кстати, с надеждой ждут в родном Щелье-Боже. Уже в следующем году она станет дипломированным учителем начальных классов. От населенного пункта до Усинска на машине 2 часа по Зимнику. В остальное время речным транспортом, в распутицу вертолетом. Впрочем, девушку трудности не пугают. Тем более в селе остались родители, да и все жители, дети свои. Хочется их поддержать. Именно местные чаще становятся постоянными педагогами в селах. У меня был хороший пример от своих учителей из родной школы Ижемской. И насмотревшись на их работу, я решила поступать сюда. И надеюсь, что в следующем году будет вакансия в моей школе в Ижемской. И я поеду туда работать. В следующем году Институт педагогики и психологии Сыктывкарского госуниверситета выпустит менее 20 учителей начальных классов. А когда-то на курсе учились по 4-5 групп. По всем педагогическим специальностям набор последние годы меньше. Таков госзаказ. В 2019 году 26 учителей начальных классов, это по очной форме обучения, и по заочной форме обучения около 50. Но по заочникам они в основном уже у нас трудоустроены, а по очной форме можно сказать, что вот из этих 26 24 устроились в школы учителями начальных классов. Основная масса из них осталась в Сыктывкаре, в 12-ю школу пошли наши бывшие студенты, в 38-ю, 24-ю, 43-ю. То есть можно перечислять еще другие школы. Кроме этого, у нас были выпускники из Ижемского района, 6 человек, 5 из них вернулись домой. В Коми ждут запуска федеральной программы «Земский учитель», которая предполагает финансовый стимул для работы педагогов в селах – 1 миллион рублей. Условия получения материальной поддержки пока разрабатываются. Вот эта программа в части финансовой поддержки педагогов, которые будут работать в сельской местности, она распространяется и на поселки городского типа, и на города с численностью менее 50 тысяч. С 1 января 2020 года эта программа будет запущена на уровне Российской Федерации. Сейчас мы ждем нормативные документы. Мы думаем, что в ноябре это все будет уже готово. Мы проведем разъяснительную работу и, соответственно, организуем весь процесс по приему педагогов и по оказанию им такой поддержки. Если программа заработает в срок, то уже в следующем году в села и малые города Коми приедут работать и получат свой 1 170 000 педагогических работников. Ольга Коняева, Олег Жуковский, телеканал Юрган.